У обелиска люди в центре русского села с названием душевным и красивым пришли почтить солдат, оставив важные дела погибших, чтобы мир был счастливым. И даже птицы перестали гнезда вить, и даже птицы все сегодня понимали, как долго могут люди помнить и любить, и столько лет в сердцах хранить печали. А тех, кто в 41-м то село покинул, оставил близких, чтоб не тронули их беды. А тех, кто ради жизни на полях сражений сгинул, во имя мира, во имя счастья и победы. Уважаемые участники события, торжественный митинг, посвященный открытию обновленного обелиска славы, посвященного советским солдатам, прошедшим по суровым дорогам войны и вернувшимся домой с победой, открыт. В 1976 году здесь, в центре села, был открыт обелиск погибшим воинам-односельчанам, павшим в борьбе за Родину в 1941-1945 годы. Это свидетельство кровавой войны и дань уважения подвигу земляков, сохранение вечной памяти о солдатах Великой Отечественной войны, не пожалевших здоровья и жизни во имя победы над врагом. 125 наших односельчан ушли на фронт. 71 человек не вернулся. Более половины сложили свои головы на полях сражений. Это те люди, которые больше никогда не смогли посмотреть в глаза своим матерям, женам, детям. Но это те солдаты и солдатки, которые подарили нашей стране самое дорогое – мир. Это те предки, которым мы приходим поклониться в святые для каждого из нас дни. Сегодня, в год 75-летия Великой Победы, открывается обновленный обелиск тем, кто прошел огненные версты войны. Вечная слава землякам, прошедшим по суровым дорогам войны и вернувшимся домой с победой.
146 имен сельчан увековечено на этой мемориальной доске славы. 146 имен, чья солдатская доблесть и лучшие человеческие качества стали вечным примером для многих поколений земляков. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Дымилась, падая ракета, когда горевшая звезда, кто хоть однажды видел это, он не забудет никогда, он не забудет, не забудет, а так и яростные тень. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, только крепче мы дружили. Под перекрестным артогнем, и как бы трудно не бывало, я верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в 3 наката, сосна сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. В этот торжественный день вас приветствует заместитель главы администрации муниципального района Алекминский район по социальным вопросам Савинова Оксана Николаевна.
Добрый день, уважаемые жители села Алекминское. Очень отрадно видеть то, что в год памяти и славы, год патриотизма в вашем населенном пункте, населении реализован проект программы поддержки местных инициатив. Благодарю главу муниципального образования Лидию Николаевну, коллектив администрации, Совет ветеранов-пенсионеров, коллектив клуба за активное участие в реализации данного проекта. Мы не понаслышке знаем, что в данном населенном пункте это реализуется уже третий проект. Первый проект был это вот строительство мостовой переправы, дамбы. И второй проект был реализован в 2019 году. Это зона отдыха, обустройство местности Исых. И в этом году такой замечательный вот сквер славы, обновленный. Очень отрадно, и мы очень рады за то, что такой замечательный проект реализован. Благодарим всех, желаем крепкого здоровья и вечная память и слава участникам Великой Отечественной войны и тыла. Слово предоставляется главному специалисту муниципального образования Алекминский наслег Феоктистовой Лене Владимировне. Добрый день, уважаемые гости и жители нашего наслега. В этом году вся страна отмечает юбилей Великой Победы. Событие, по которому мы сегодня собрались, никого не может оставить равнодушным. Сегодня мы восстанавливаем связь времен, обустроив памятник участникам Великой Отечественной войны. Наши земляки, как и весь народ, доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны и беззаветно трудились в тылу, отдавая все для фронта, все для победы. Память о прошлом – это наши дела в настоящем. Это наглядный пример всеобщего уважения, патриотического воспитания детей и подростков. Очень надеемся, что обновленный памятник участникам Великой Отечественной войны по программе поддержки местных инициатив будет местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших отцов, дедов, прадедов, местом, где мы отдаем дань памяти и уважения. Сегодня мы говорим большое спасибо населению за ваш выбор проекта «Вклад на обустройство памятника». Огромную благодарность выражаем администрации муниципальный наслег предпринимателю Варданяну Тиграну Робертовичу за участие и обустройство памятника обелиска участникам Великой Отечественной войны. Он не подошел? Так. Также рабочим Махмадову Назимчону Салеховичу, Махмадову Тахирчону Салеховичу. Благодарность за оказание материальной помощи в реализации проектов Полуэктову Геннадию Викторовичу. Такую же благодарность Мамонтову Владилену Григорьевичу. Пролетели года, отгремели мои, отболели, отмаялись раны твои, но великому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил,
солнце, и солнце с утра. Что ж ты плачешь, солдат, у святого огня? Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил, и хоть насмерть стоял. Так чего же ты замер? На сердце ладонь, а в глазах, как в ручьях, отразился огонь. Посмотри же, солдат, это юность твоя. У солдатской могилы стоят сыновья. Отчего же ты плачешь, старый солдат? Или сердце горит, или раны болят? Ты же выжил, солдат, хоть 100 раз умирал, хоть друзей хоронил, и хоть насмерть стоял. Отчего же ты замер? На сердце ладонь, а в глазах, как в ручьях, отразился огонь. Пролетели года, отгремели бои, отболели, отмаялись раны твои. Но великому мужеству верность храня, ты стоишь и молчишь у святого огня. Почетное право открыть обновленный обелиск славы воинам, прошедшим по суровым дорогам войны и вернувшимся домой с победой, предоставляется заместителю главы администрации муниципального района Алекминский район по социальным вопросам Савиновой Оксане Николаевне и главному специалисту муниципального образования Алекминский наслед Феоктистовой Лене Владимировне. Вспомним всех, чьи судьбы перечеркнула война. Вспомним всех, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах Великой Отечественной войны, партизан, узников фашистских концлагерей. Вспомним людей, кто, не зная отдыха, трудился в тылу. Вспомним солдат, дошедших до Берлина, и тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Объявляется минута молчания.
Объявляется возложение цветов к обелиску, установленному в честь героев-односельчан, отстоявших свободу и независимость нашей Родины.